день, дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны. Очень рады вас всех видеть и приветствовать на необычном по своему формату мероприятии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с пандемией коронавирусной инфекции встречи вживую в данный момент невозможны, но выход из ситуации есть всегда. И сегодня с помощью современных технологий мы имеем возможность поздравить вас. В преддверии великого праздника, Дня Победы, 9 мая, мы выражаем вам, дорогие наши ветераны, искреннюю благодарность за мир и свободу, гордость и уважение к вам в сердце каждого жителя нашей республики. Благодаря вам мы можем жить на родной земле и трудиться во имя процветания бесконечно дорогой нам Якутии. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Күнді үтік сери кыттылақтара бетеренлер күнді доғыттыр. Улу күйі 15 сыллах улу юбилейнен ититік істенлік әғалдербін көңілі. Дорогие наши участники войны, дорогие ветераны, друзья, от всей души поздравляю всех с наступающим великим, святым для всего нашего народа праздником 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. От имени всех жителей республики хочу сказать вам самые теплые слова благодарности за ваш ратный и трудовой подвиг. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась победа нашему народу, какие испытания пережил народ, но выстоял и победил. Я очень рад сегодня видеть наших ветеранов здесь в добром здравии, в хорошем настроении. Сегодня в Якутии живут наши самые дорогие, уважаемые люди, участники сражений Великой Отечественной войны, войны с милитаристской Японией, которые вернулись на родную землю с победой. Среди нас, рядом с нами живут ветераны тыла, дети войны. Каждый из вас тоже живая частица великой истории. Учиться у вас любви к родине – это высокая честь для нас. Весь юбилейный год у нас в республике продолжается поисковая работа по восстановлению памяти солдат, чья судьба до сих пор остается неизвестной. Много книг издано о фронтовиках, о тружениках тыла, много сделано и делается передач и фильмов. Силами волонтеров в городах и селах республики обновлены мемориалы и обелиски. По всей нашей Якутии, как и по всей стране, идет множество памятных акций, которыми народ выражает свою гордость за вас, за поколение победителей. Я очень рад, что во всем этом с огромным интересом, воодушевлением участвует наша молодежь, школьники и студенты. Наше молодое поколение учится на лучших примерах патриотизма. Ваша беззаветная любовь к родине, стремление ее защищать, строить сильную, свободную страну всегда будет жить в народе. В год юбилея Великой Победы, конечно, все наше внимание посвящено участникам Великой Отечественной войны, желанию воздать дань уважения вашим заслугам и достижениям. И в этом году самые высшие награды и звания республики присвоены ветеранам-фронтовикам. Орденом Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» награжден Конкин Петр Кириллович, участник войны с милитаристской Японией, историк-краевед, известный поэт. Звание «Почетный гражданин Республики Саха» присвоено Петру Константиновичу Яковлеву, участнику войны с милитаристской Японией, заслуженному работнику народного хозяйства республики. Государственная премия Республики Саха-Якутия имени Дудкина в области связи и информационных технологий присуждена Вересовому Алексею Даниловичу, фронтовику, освобождавшему Европу, завершившему победный боевой путь в Германии. Уважаемые ветераны, следуя вашему примеру не сгибаться перед испытаниями, мы обязательно победим коронавирусную инфекцию, которая сейчас охватила весь мир. Только вы, конечно же, обязательно берегите себя,
не переживайте, положитесь в этом вопросе на нас. Мы обязательно в торжественной обстановке вручим высокие награды нашей республики. Обязательно пройдем, очень на это надеюсь, вместе с вами в рядах бессмертного полка по улицам городов и сел нашей Якутии. Увидим обязательно праздничный парад на Красной площади в Москве, столице нашей страны. Год памяти и славы в нашей стране, год патриотизма в Якутии, посвященные 75-летию Великой Победы, они продолжаются. Позвольте еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам самое главное крепкого здоровья, долголетия. Мы гордимся вами, дорогие наши ветераны. Дөссөтүгүл улуу браагынынан бука барагатынага дилан тураммын, бука барагатыгар жолу хоргону кытаанах дурубены багарабын. Мактал. Уважаемые ветераны, мы низко кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к отчизне и горячую веру в победу. Вас поздравляет артист симфонического хора Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Кривошапко Дмитрий Келлер с песней «День Победы». День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это День Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это День Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Это День Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
председателю Республиканского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Вильяму Ачировичу Иванову. Добрый день, уважаемые участники встречи «Солдаты Победы». Дорогие ветераны, рад вас видеть в полном здравии и хорошем праздничном настроении. Ваш воинский и в последующем трудовой подвиг навечно сохранится в сердцах поколений. И светлое будущее новых поколений россиян – это пройденный вами трудный путь дорогами войны, путь через тяготы и лишения страшной войны и ее последствий. И вот именно награждение, как сегодня прозвучало, участников Великой Отечественной войны высшими наградами республики, Петра Кирилловича Конкина орденом «Полярная звезда», Петра Константиновича Яковлева званием «Почетный гражданин» – это искреннее проявление глубокого уважения, благодарности от имени нашей республики всем ветеранам республики. Только в нашей республике знак уважения и памяти солдатам Победы проявилось в том, что на сегодня имена 11 героев Советского Союза якутян, их имена присвоены крупным алмазом весом свыше 50 карат, добытых на территории нашей республики предприятиями Алроса. Сегодня наш долг общественных организаций, всеми имеющимися полномочиями общественных объединений, способствовать сохранению памяти о воинском и трудовом подвиге советского народа, и в том числе многонационального населения, представителей малочисленных и больших народов нашей республики. Дорогие ветераны, сегодня вопросы вашего здоровья, повышение качества жизни, долголетия на одном из первых мест работы органов государственной власти и муниципальных образований нашей республики. Это совершенствование законодательства по темам социальной защиты старшего поколения, строительство социальных домов, медицинских учреждений, повышение эффективности предоставления социальных гарантий ветеранам и инвалидам. К 70-летию Победы все участники Великой Отечественной войны были обеспечены благоустроенным жильем. И на сегодня, к 75-летию Победы, эта работа продолжается совместно с федеральными органами в отношении вдов, инвалидов Великой войны, а также участников боевых действий. Дорогие ветераны, несмотря на свои преклонные годы, я смотрю на вас и знаю, что вы принимаете активное участие в общественной жизни своего наследия, своего района, города и республики. И что весьма важно, в патриотическом воспитании молодежи. Именно ваши встречи оставляют глубокий след в умах и памяти юных участников. Это большая патриотическая помощь и практическая в общественной работе. И сегодня наша задача совместно с профильными министерствами молодежи и социальных коммуникаций, образования, культуры и духовного развития, средствами массовой информации продолжать бескомпромиссную борьбу с нарастающей, всем уже известно, на международном уровне фальсификации исторических событий, участниками которых лично вы все были. Фактов умышленного искажения воинских и трудовых подвигов многонационального советского народа. Повседневная забота и тепло близких – фундамент вашего долголетия. И от имени Республиканского совета ветеранов войны и труда поздравляю всех ветеранов республики с праздником, Днем Победы, победы над коричневой чумой фашизма. Желаю всем здоровья, еще много-много теплых солнечных дней, спокойно пережить трудности самоизоляции. И знайте, дорогие мои, что вся многонациональная республика любит вас, гордится вами,
благодарит вас. Спасибо. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Авксентьевой. Дорогие ветераны, уважаемые участники Великой Отечественной войны, впервые мы отмечаем самый главный, самый народный праздник – День Победы вот в таком необычном формате. Не находимся с вами за одним столом, не плечом к плечу, а по разные стороны монитора. Но это нисколько не умаляет теплоты наших сердец, нашей благодарности к вам, чувства гордости за вас и радости за ваши героические свершения в годы войны на полях сражений и затем на восстановление нашей Родины и на всем том, что свершилось потом в послевоенные годы восстановления нашей страны. Сегодня утром, уже по сложившейся традиции, накануне 9 мая мы подняли Знамя Победы над площадью Победы в столице нашей республики, в городе Якутске, как дань историческому событию, поднятию Знамени Победы над поверженным Рейхстагом. Наша республика и весь ее многонациональный народ положили десятки тысяч жизней на алтарь Победы. Около 40 тысяч якутян никогда не вернулись домой. И сотни тысяч мирных жителей, женщин, детей, стариков трудились в тылу, не жалея ни сил, ни здоровья, мужественно выдерживая все невзгоды и все лишения военных лет. И вы знаете, что весной этого года общественники, жители города Якутска обратились с инициативой присвоения звания городу Якутску города трудовой доблести. Вы знаете, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин учредил такое почетное звание для российских городов, и мы очень надеемся, что инициатива наших горожан, поддержанная главой нашей республики Айсен Сергеевичем Николаевым, нашим Илдарханом, поддержанная Государственным собранием Милтумен, она будет рассмотрена на самом высоком уровне, и надеемся, что эта инициатива будет поддержана. Вы знаете, что в прошлом году тысячи горожан, жителей Якутска, приняли участие в основании, в закладке нового парка Победы на территории города Якутска и высадили более 1000 березок. Мы с Айсеном Сергеевичем, и ветераны, и Петр Константинович вот тоже был, мы посадили деревья. Вчера я съездила, проверила, как прижились наши деревца, и вы знаете, появились новые, набухли почки, скоро вот появятся зеленые листочки, деревья прижились нормально, будем ухаживать за ними дальше. И я думаю, что через многие-многие годы деревья, которые мы посадили вместе с вами, они будут радовать своей тенью грядущие поколения. Мы вчера рассмотрели планы по застройке этого парка. В этом году мы должны уже организовать входную группу, часть дорожек. Установлен будет памятник нашему знаменитому снайперу Кульбертинову. И вы знаете, что этот год в городе Якутске объявлен годом поколений. Проходит сейчас очень много разных акций. И вот, как Айсен Сергеевич подчеркнул, очень активно участвует молодежь, участвуют дети. Это очень радует, потому что пока есть память, живы все те, кто погиб во имя нашего мира, нашей сегодняшней счастливой и спокойной жизни. Сейчас во всех школах города Якутска проходят уроки мужества. И они тоже проходят в режиме онлайн, и тем интереснее наблюдать за школьниками, которые, не отрываясь, всматриваются в кадры военной хроники, смотрят документальные фильмы, они смотрят фотографии военных лет. Поэтому, конечно, для детей и для грядущих поколений это действительно очень важно. Вчера десятки тысяч якутян приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». В городских окнах зажглись свечи в память о тех, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной войны. И в этом году знаменательно, что новыми именами пополнились стеллы в сквере солдат Туймады. 27 имен солдатов, якутян, те судьбы которых стали известны, внесены вот в списке тех солдат, которые были призваны из нашего города Якутска. Дорогие наши ветераны, позвольте мне от себя лично, от окружной администрации, от всех жителей города Якутска поздравить вас с этим замечательным праздником, с народным праздником, Днем Великой Победы. И высказать еще раз нашу благодарность и
за ваши подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, за то, как вы сражались, и за ваш мирный труд. Вы отстояли свободу нашей Родины, подняли ее из руины. Благодаря именно вам мы уже 75 лет живем под мирным небом. С праздником вас, крепкого вам здоровья, мира, благополучия. Пусть все у вас будет хорошо в ваших семьях. И да, сегодня мы с вами встречаемся онлайн, но я уверена, я выражаю надежду, я искренне желаю, что 3 сентября мы с вами отметим этот праздник как следует, и мы услышим новые стихи Петра Кирилловича Конкина. И у нас с Кириллом Егоровичем Павловым есть особенный план. Кирилл Егорович, я о нем помню, и мы с вами все, что задумали, должны осуществить. И я бы хотела передать вам еще признательность за те все слова, которые вы мне передали в эти дни. И вот вчера буквально от Алексея Даниловича Вересового я получила большой привет, поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон. Будьте здоровы, наши дорогие. Победа в Великой Отечественной войне, выдающиеся события жизни страны и летописи всего человечества. Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится многонациональный народ России. Праздник всей страны и каждой семьи. Праздник каждого человека. Вас поздравляет заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия Павел Семенов с песней «Кайхар». Қотудайды қонағынан қалуаналар бардылар, қаратыннан толонунан қайхардардайдылар, қаратыннан толонунан қайхардардайдылар. Өсті қанна сансытыр, өсті қанна қайыр, сите онно сити бұлжа, сите сыдан қайыр. Сите онно сити бұлжа, сите сыдан қайыр. Сибир улу буалаттара, силлер гилер ихире, Тундаратыйыз буалаттара, туруннулар сериге. Тундаратыйыз буалаттара, туруннулар сериге. Биллин фашист бағылыга, биги чаған күспүдүн, көйсүрдүк чаралыга, бигини куспудун. Көйсүрдүк чаралыга, бигини куспудун. Қотудайды қонмауынан қолуаналар бардылар, қарағаннан толонунан қайхардардайдылар. Қарағаннан толонунан қайхардардайдылар. Великая победа объединяет всех нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое дело служения России. Сила духа и преданность Родине помогли нашим дедам и прадедам одолеть трудный и долгий путь к победе. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны Петру Кирилловичу Конкину. Уважаемые товарищи, ветераны, коллеги и все телезрители, поздравляю вас от имени старшего поколения с этим большим днем, круглой датой, которая останется в летописи нашей истории, нашего народа. Вот уже 75-й год мы отмечаем эту дату. Я бы никогда не подумал, что я доживу до этого дня. Я помню 9 мая 1945 года
мы встречали первый день Победы, 9 мая, в гарнизоне своем. Был парад, нас поздравил командир части, выступали бойцы и командиры. И мы никогда не думали вообще, чтобы через 75 лет еще мы встретим такой день. Но было время, когда, мы знаем, был перерыв в этой работе. Вот. Потом, внесли коррективы при Брежневе, и снова мы стали торжественно отмечать День Победы. 33 возраста все-таки участвовало в войне Отечественной. Это большое количество людей, начиная с 17 лет до 55 лет. Вот. Мой отец тоже был мобилизованный участник Первой мировой войны еще. Мы с ним встретились на Забайкальском фронте, когда, решалась победа над Японией. Вопрос стоял, об окончании Второй мировой войны. Наши вооруженные силы выступили по согласованию с союзниками, чтобы, ускорить победу на фронтах Второй мировой войны. Принято было решение нашими войсками выступить на территории Маньчжурии, на Сахалине, в основном в этих пунктах. Это большая была территория по охвату. И вот там решалась заключительная эпопея Второй мировой войны. И вот я там встретился со своим отцом. Редкий случай, между прочим. Служили, конечно, в разных частях. Ну вот, мы встретили День Победы 2 сентября на запредельной территории. Вот. После этого я попал в авиацию, окончив техническую школу, обслуживал самолеты. Потом наступили не очень хорошие дни холодной войны. Наступила холодная война, вам всем известно. Сейчас уже этого значения как-то люди не знают, потеряли как бы. Так, это очень был трудный период, это напряженка. Поэтому мы и служили так долго, по 2-3 срока. Вот. Мы помогали Северной Корее, наша, например, часть, которую продвинули к самой границе Амура. Мы на море стояли, около реки Амур. Вот. Мы помогали Северной Корее во время войны с Южной Кореей. Вот. И так эта холодная война, в общем-то, добавила нам много хлопот в нашей стране. Много трудностей. Вы же знаете. И сегодня мы живем не очень-то при таком ясном небе. И сегодня тоже очень неспокойно мы живем. Хотя официально холодной войны нет. Но я, что хочу в данном случае пожелать нашим ветеранам еще пожить сколько-то, сколько они сами пожелают. Вот. Нас все меньше и меньше становится. Ряды ветеранов тают. Вот. И благодарю также правительство, прежде всего правительство, нашу главу нашей республики Арсения Сергеевича за награду, которую я получил. Это, конечно, меня вдохновляет, придает какой-то импульс вот, для того, чтобы дальше работать, общественную работу проводить в рядах ветеранской организации. Большое спасибо за это. Вот. И всем ветеранам еще раз желаю здоровья, бодрости духа, вот, и их потомкам. Все бы вот это я хотел выразить. Дорогие ветераны,
Сегодня мы низко кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к отчизне и горячую веру в победу. Великая победа ознаменовала рождение современного мира, высшей ценностью которого является человек, его права и свободы. Это великое дело, потребовавшее колоссального напряжения сил и концентрации огромной воли, сил и воли, которыми были наделены люди особой закалки, наши уважаемые ветераны. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны Петру Константиновичу Яковлеву. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, мы сегодня отмечаем 75-летие Великой Отечественной войны. Наши якутяне свыше 62 тысяч человек приняли участие в Великой Отечественной войны. Они проявили чудеса храбрости и мужества, защищая Москву и Сталинград, освобождая осажденный Ленинград и освобождая Европу от фашистской чумы. Целых 1418 дней длилась Великая Отечественная война. В Великой Отечественной войне важную роль сыграла наш тыл. Наш тыл. Они, дети войны, на своих хрупких плечах вынесли всю тяжесть Великой войны. Они снабжали продовольствием, теплыми вещами многомиллионную армию. Сегодня мы отмечаем, воздаем дань нашим друзьям, которые в трудные дни обеспечивают всем необходимым ветеранам войны и труда, детей войны. Наши дети нам доставили свыше 500 продовольственных наборов. Радостные преддверия Великой Победы они свыше 8 тысяч георгиевских клен роздали жителям Якутска. Мы приняли участие в последних боях Великой Отечественной войны, освобождая Маньчжурию от японских империалистов. Руководитель Китая Мао Цзэдун отмечал, что без помощи Советской армии, Советского Союза не существовала Китайская Народная Республика. Ныне Китайская Народная Республика является одним из могучих сверхдержав мира. Президент России объявил нынешний 2020 год годом славы и памяти, а наш президент Айсен Сергеевич годом патриотизма. Именно патриотизм стал одним из великих причин победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наш президент Айсен Сергеевич лично нас информирует о состоянии тяжелой борьбы с коронавирусом. На переднем крае борьбы с коронавирусом работают наши медики. Низкий поклон им. Они, принимая великой опасности для личной жизни, ведут упорную, тяжелейшую борьбу против коронавируса.
дорогие ветераны войны и труда, еще раз я поздравляю вас с великим праздником и желаю вам доброго здоровья, личного благополучия и семейной жизни. Спасибо вам всем, дорогие товарищи. Вас поздравляет солистка Государственного театра оперы и балета имени Сооронова Моллона Зинаида Колодезникова с песней «Майский вальс». Весна 45-го года, как ждала тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Цветущий, поющий, яркий май, вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободной солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Там цветущий и поющий яркий май, вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой Германца к сердцу прижал, как будто он мужские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Как цветущий и поющий яркий май, вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Как цветущий и поющий яркий май, вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Дорогие наши ветераны, гордость и уважение к вам в сердце каждого жителя нашей республики. Вы добыли для нас право жить на родной земле и трудиться во имя процветания бесконечно дорогой нам Якутии. Низкий поклон вам за ратный и боевой подвиг, за трудовую самоотверженность и мужество. На этом наше мероприятие, посвященное 75-й годовщине Великой Победы, завершается. Еще раз поздравляем с Днем Великой Победы! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и мира.